последнее время в армянском сегменте соцсетей наблюдались две волны резких, порой нездоровых реакций на фильм Романа Бабаяна о событиях 1 марта 2008 года и на презентацию книги экс-президента Армении Роберта Кочаряна в Степанакерты. Согомонин не склонен придавать очередной волне ненависти большого значения. Виктор Согомонин, руководитель администрации первого президента Нагорного Карабаха и второго президента Армении Роберта Кочаряна, в эфире «Спутник Армения» опроверг утверждение о том, что нашумевший фильм Романа Бабаяна о событиях 1 марта 2008 года в Ереване был заказан и что сам он присутствовал при его монтаже. Ни экс-президент, ни я никто не был заказчиком фильма, снятого Бабаяном. Да и сам Роман Бабаян убедительно объяснил мотивы, двигавшие им при создании картины. Я имел отношение к съемкам поскольку организовал встречу Роберта Кочаряна со съемочной группой. А шум, поднятый вокруг фильма, честно говоря, был ожидаем и понятен. Сложилась ситуация, когда крайне неприятная для некоторых правда стала достоянием гласности, и теперь эту правду приходится переваривать, говорит Виктор Согомонин. Смотрите, что заявляют. Говорят, что, поскольку известно, кто виноват, вы снимаете фильм, в котором представляете виновника не таким уж и виновным. Выходит, что виновник назначен заранее. Между тем, всем вокруг совершенно ясно, что Кочарян политзаключенный. Его не обвиняют в убийстве 10 человек, его не обвиняют в том, что он отдавал приказ стрелять по людям, ведь все, кто имеет отношение к тому дню, заявляют о невмешательстве армии в события. Армия охраняла стратегические объекты, заявляет Согомонин. С кем из родных Роберту Кочаряну разрешили видеться? Ответ адвоката: больше, чем Кочаряну вменяется в вину, свержение конституционного строя, нечто, чего просто нет в законодательстве. Так и получается, что Кочарян политзаключенный, больше эту ситуацию никак не назвать, уверен Согомонин. Истерия, поднятая вокруг фильма, инициирована, как сейчас говорят, фейками, наемниками Армянского национального конгресса, АНК. Правды о событиях 1 марта до сих пор говорилось мало, и они осознают, что чем больше будет сказано этой правды, тем очевиднее станет тот факт, что людей на столкновение с внутренними войсками намеренно вели Левон Петросян, Никол Пашинян и некоторые другие деятели, что отнюдь не все демонстранты были мирными. И когда эти факты становятся очевидными, то начинается истерика в социальных сетях, отмечает Согомонин. По поводу презентации книги Роберта Кочаряна, что прошла на днях в Степанакерты, Виктор Согомонин говорит, что
что так было задумано, и это логично. Представила книгу супруга Кочаряна, было Кочарян, присутствовали боевые товарищи и коллеги первого президента Нагорного Карабаха и второго президента Армении. Я увидел, что дух, который сплотил нацию в годы войны, по-прежнему силен, его невозможно победить и нельзя остановить. Этот дух жив, и он будет всегда, пока не решен карабахский вопрос, а вокруг творится вопиющая несправедливость, сказал Согомонин. Заключение меня не сломит. Кочарян направил обращение из тюрьмы больше, чем в планах еще две презентации книги Кочаряна, Еревана и в Москве. Армянский перевод должен увидеть свет в ближайшие месяц-полтора. Согомонин уверен, что на этих презентациях Роберт Кочарян будет присутствовать лично. Соцсети в режиме онлайн создают впечатление, что все вокруг настроены против Кочаряна, против его книги и вообще против всего, что связано с личностью второго президента. На самом деле, уверен Согомонин, все обстоит совершенно иначе, и ситуация, оффлайн, прямо противоположна той, которую пытаются сформировать. Вспомним сорванную пресс-конференцию Кочаряна. Это событие было представлено так, будто разъяренный народ не допустил ее проведения. Если народом называются водители некоторых чиновников и сотрудники Госслужбы безопасности продуктов питания, тогда все сразу становится понятно. Более того, в соцсетях пошли истеричные комментарии в адрес Паргева Эсэрбэазэна. Архиепископ Паргев Мартиросян возглавляет Арцахскую епархию Армянской апостольской церкви. Ред, что ж, если кто-то получает удовлетворение, сидя дома перед монитором и делая гадости, ему не запретишь. К этому нужно относиться хладнокровно, улыбается Виктор Согомонин. Ложь, клевета и манипуляции долго не живут, и очень скоро настанет время, когда вся эта пена уляжется, полагает Согомонин. Еще одним обстоятельством, вызвавшим живой разноплановый общественный отклик, стало недавнее письмо Роберта Кочаряна, в частности, его оценка нынешних процессов в карабахском урегулировании. Давайте рассмотрим факты в хронологическом порядке, предлагает Виктор Согомонин. Вначале Никол Пашинян заявляет, что он не уполномочен вести переговоры по Карабаху от имени официального Степанакерта и что Арцах должен быть стороной переговоров.
Однако министр иностранных дел Армении ведет переговоры с азербайджанским коллегой, не объясняя при этом, вокруг каких принципов идет дискуссия и в каком направлении она движется. Понятно, что никто не требует детальной стенограммы переговоров, это невозможно по понятным причинам. Но армянская сторона обязана озвучить обществу и политическим силам главные моменты, считает Согомонин. А дальше происходят странные вещи. Пашинян заявляет, что встречается с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, но переговоров не ведет, что уже само по себе непонятно. Тут, откуда ни возьмись, звонит советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прямо в день встречи Пашиняна и Алиева и следует заявление, что с Болтоном Карабах не обсуждался. Простое сопоставление фактов рождает странное впечатление, похоже, что втайне от общества и политических сил страны готовятся, или уже достигнуты, какие-то договоренности, причем вовне есть некто, кто диктует их содержание и ведет дело к уже намеченному исходу. Между тем в 1997 году Левонтий Петросян был отстранен от политики именно по той причине, что он создал чрезвычайно опасную ситуацию, и дело даже не в договоре, который тогда готовился, говорит Согомонин. Петросян вооружился симпатичной, на первый взгляд, идеей, мол, какую бумагу подпишет Карабах, такую же подпишет и Армения. Но логика этого подхода была крайне опасной. Мировому сообществу, фактически, говорилось, что вот смотрите, признанная всеми, демократическая Армения согласна на мир, а непризнанный Карабах противится. Что из этого следовало? Правильно, на Карабах нужно давить, поэтому мировое сообщество молчало, когда Азербайджан вел перманентные обстрелы. Потом был получен так называемый Лиссабонский документ, на который Армении пришлось наложить вето, так как, согласно ему, признавалась территориальная целостность Азербайджана, включая Нагорный Карабах. Потом мы пришли к мадридским принципам, которые сейчас почему-то забыты. А между тем, это был первый документ, который определял, что волеизъявление народа Карабаха более не является предметом обсуждений, оно должно быть по определению. То есть народ Карабаха, рано или поздно, путем референдума или иным способом проголосовал бы за свое будущее. И это было большое достижение армянской дипломатии, продолжает Согомонин. А теперь нас отбрасывают назад, и очень далеко, считает Согомонин. Тем, например, что Пашинян заявляет, пусть, мол,
Степанакерт сам за себя ведет переговоры, а министр иностранных дел Армении Заграб Нацаканин на вопрос, когда собираетесь вернуть в таком случае Степанакерт за этот самый стол, говорит, что это не так легко и предстоит долгий процесс. Тут возникает ряд непонятных моментов. Например, в 1997 году вы отказали Карабаху в праве быть самостоятельной стороной переговоров, и обсуждали, как говорил Владимир Казимиров, российский дипломат, 1992-1996 годах руководитель посреднической миссии России, полномочный представитель президента РФ по Нагорному Карабаху и сопредседатель Минской группы ОБСЕ. Ред, пути преодоления последствий войны. И как только вставал вопрос об участии в диалогах Степанакерта, противоположная сторона выдвигала условия участия так называемой азербайджанской общины Карабаха, говорит Согомонин. Как и когда вы собираетесь возвращать Карабах в переговорный процесс? И, если не удастся это возвращение, что вы собираетесь делать? Продолжать утверждать, что вы не уполномочены на переговоры, ведя, таким образом, дело к войне? И почему вы идете самым сложным путем? Вместо того, чтобы развязывать политическую травлю Роберта Кочаряна, лучше было бы попросить у него совета. Он бы популярно и доступно рассказал, как вообще ведутся переговоры, что можно на них говорить, а чего нельзя, отмечает Согомонин. Уголовные дела по 1 марта отрицательно отражаются на настроениях в армии. Глава Минобороны больше, чем иначе, убежден Виктор Согомонин, очень скоро родится такая же волна недоверия, которая в свое время смела Левона Петросяна. Ведь похоже на то, что армянские власти манипулируют объемами и смыслом представляемой обществу информации. Это проявляется особенно явственно в условиях беспрецедентного давления на армию. Ведь дело дошло до того, что министр обороны, выступая на праздничном мероприятии, Дню армии же посвященном, признает, что дело 1 марта, безусловно, отрицательно влияет на настроение военных. Бывшие министры, генералы и другие офицеры, многие из них проходят по каким-то уголовным делам, которые, по меткому определению Роберта Кочаряна, есть не что иное, как юридический мусор. Этот мусор, однако, скоро окажется там, где мусору и положено быть, уверен Виктор Согомонин.